айналайын бау беріп қойсын. Балам, ты, наверное, проголодался. Пойдем кушать. Давай, ешь. Балам, может, ты в аптеку сходишь? Мне лекарства нужны. Мясо откуда? С рынка? Я же вам говорил, это есть нельзя. Почему? Ахи сказал, это харам. Жанар Тате? Здравствуйте. Как вы? Давно не виделись. Берег как? Умер он. Как? Мой сын заблудился в этой жизни. Выбрал не тот путь. И не тех друзей. Он уехал в далекую страну. И погиб там за чужие идеи. Балам, береги себя. Для матери нет ничего страшнее, чем потерять своего ребенка. Почему я отдалился от родных и близких? Что произошло? Почему? Почему теперь внутри только страх и ненависть к окружающему миру? Почему я перестал понимать то,
что раньше казалось таким очевидным. Балам, может, ты в аптеку сходишь? Мне лекарства нужны. Некоторая часть молодежи оказывается в рядах адептов деструктивных религиозных течений. Конечно, в первую очередь хотелось бы сказать, что основная масса этих адептов не знают историю своей страны, не имеют понятия о традиции, культуре, быте казахского народа, отвергают и таким образом делают то, чего хотят внешние силы. То есть, попав в ряды адептов деструктивных религиозных течений, молодой человек может отвергать то, что ему говорят родители. В первую очередь он может думать, что я совершаю намаз, мама или папа, родители не совершают приготовленную еду матерью, считает это уже как бы харамом. Истинный мусульманин идет предупреждение от Всевышнего, не говори в сторону матери слово, состоящее даже из двух букв. Уф. То есть сейчас по-современному фу, мама, койш, фу. Этим словом ты уже на пути в ад, от чего избегают все мусульмане. Поэтому надо помнить в первую очередь то, что сказал пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалам, что рай у ног ваших матерей. И вот эти два слова, они должны образумить молодого человека. Уважение к матери – это прежде всего. Прежде всего. Даже те великие асхабы, которые просились на войну, подходили к пророку Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалам, и просились на войну, на джихад. И что спросил он? У тебя есть мать? Он говорит, да. Иди, говорит, служи матери. Это самый большой твой джихад. Поэтому вот эти моменты он должен понимать. Уважение к родителям – это первое, то, что должен делать мусульманин. Вот эти вот псевдорелигиозные течения, они любят брать звучные названия для ислама. Потом они берут для себя вторые имена. Это могут назвать себя Абу Мухаммадом, Омаром и другими великими сподвижниками. Имена их берут. Конечно, молодежь ассоциирует, что действительно
этот устаз говорит истину, но он должен был сравнивать. В первую очередь он должен понять, что есть 4 мазхаба. Казахстанцы придерживаются мазхаба Абу Ханифа. Например, я встречался с людьми, молодежь, им задаешь вопрос, кто-то по национальности, он говорит, мусульманин. И этот человек, уже отвергая национальность и культуру своего народа, он становится кем? Манкуртом, не помнящим родства. Конечно, этого человека можно спокойно уже вербовать, можно уже посылать его на смерть шахидам и другие понятия. Понятие джихад, все растолковывается по-разному. Джихад – это в первую очередь борьба со своим нафс. Поэтому очень много терминологии, которые молодежи надо было понять. Ключ к довольству Всевышнего открывает лишь довольство своих родителей. Безусловно, в традиционном понимании ислама почтительное отношение к родителям является одной из самых важных вещей. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи отмечает очень важное отношение к своей матери. Но плачевен тот момент, который мы сейчас в последнее время наблюдаем, в особенности от молодых людей, которые, придя в неправильное понимание религии, в различные деструктивные религиозные течения исламского характера, по причине того, что они ушли в неправильное направление, начинают выходить против своих родителей, начинают проявлять какую-то неприязнь и непочтительное отношение к своим родителям. Мы хотели бы напомнить таким людям, таким молодым людям, что уважение к родителям, если эти те люди, если нацелены на то, чтобы добиться довольства Всевышнего, как они говорят, жить только по законам шариата, как они заявляют, то достижение, опять-таки, довольства Всевышнего достигается лишь через что? Через довольство своих родителей. Поэтому мы должны понимать то, что неправильное понимание ислама, которое распространяется вирусом среди мусульман, оно несет очень большую угрозу. И в целом для самого человека, и для его семьи, для близких, и в целом для общества и государства. В особенности со стороны таких молодых людей встречаются факты, когда на основе своих каких-то религиозных убеждений они начинают отказываться от той еды, которую предоставляет его мать, начинают разрушать какие-то свои отношения с отцом либо с матерью. Замечается тот момент, что некоторые молодые люди, уйдя в такие дебри неправильного понимания ислама, начинают выходить против своих родителей, начинают с ними конфликтовать, начинают с ними спорить, обвинять их в каких-то неправильном понимании вещей, религии. Многие молодые люди, подпав уже под уголовное наказание в исправительных учреждениях, уже в последний момент уже осознают, когда те братья, которые рядом с ним были, все начинают пропадать. И в конечном итоге в его жизни остаются только его мать и отец. То есть те люди, которых он, будучи уже в неправильном понимании, постоянно их обвинял, первыми из людей, от которых он отрекся, и от которых он начал обвинять, это были его родители. Но уже, когда его неправильное понимание привело уже к таким наказаниям, даже это родительское сердце, оно все равно своего ребенка защищает. И такие факты, то, что мы знаем, то, что в конечном итоге остаются только родители. В связи с этим мы хотели бы даже призвать молодых людей, что почтительное отношение к родителям – это является одной из основ религии ислама.
Кто там? Мам, прости меня! Я ошибался, мам, прости меня!